Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. За последние дни я встретила 12 собак, вытащенных из ППЖ Якутска, и 3 кошек. Эти последние дни очень сложные. Бешеный ритм, бессонные ночи, нервы, аэропорт, клиники, передержки. Ну и, конечно же, мытье переносок, упаковка, отправка их в Якутск, которые 2 недели будут в пути. Впервые мы не успели даже дать всем спасенышам имена. Вот совсем не до этого. Там в Якутске происходит много событий. О них в следующих роликах. А сейчас вот я встретила самых маленьких, самых нуждающихся в защите и уходе, поэтому они первоочередные. Подождите, я сейчас вот буквально раз, два, три, 4 и 5, 6. Ты моя хорошая. Хвостом-то виляет, а? Ай да зайка, потерпи чуть-чуть, потерпи. Это маленький клопик. Это маленький клопик. Вилочка моя. Ну, в туалет хочешь, поэтому нервничает. Это Снежа, Снеженька. Снежка, какая же ты чудная, а? Девчушка. А ты кто? Ты зобка, порванная зобка. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Домой поедешь. Домой, малышочек. Крошечный, маленький. Поместится? Да, есть еще? Нет, все, так. Раз, два, три, 4, 5 и 6-я там на переднем. Маленький. Вышла на улицу погулять со своими собаками. Время 10:30. Вот такой вот молоденький кобелек, худющий, истощенный. Бегает, держу его. Со своей собаки сняла ошейник и нацепила. Вот, держу. Куда тебя девать, малыш? Ты такой добрый. Такой сладкие ушки поджал. Боишься? Да? Ой, золотой. А куда тебя девать? На улице ночь. Чей ты? Чей ты, мой хороший? Добрый. Добрый ребенок. Ну вот так ты улегся, да? Вот так ты улегся. Ну и что? А? Ребенок. Скоро будет холодно. Что ты так пригорюнился? Что? Тут одни ребра. Тут одни ребра, вот. Ты как будто бы давно не ел, да? По телосложению ты не похож на хозяйского. Похоже, что ты давно не ел.
какие мы звонкие. Итак, прилетели. Еще у нас несколько хвостов. Вот такие мы глажастики. Да, ты самый активный. Не ругаемся, не ругаемся. Черно-белая гамма у нас сегодня. Ой, ты решил меня покушать. Да, конечно, потому что ты такой кушачки. Вот такие мы хорошки. Все малыши. Все малыши. Вот такой. А тебя чуть собаки не сожрали большие. Как тебя хорошо, что пошла добрая женщина. Вот какие хорошки. Вот они, вот они. А ты кто? Ты Зинка? Ты Зинка? Такая Зиночка. Ой, какие у тебя глаза красивые. Ты самый шустрый и шумный. А это шпаник. Ты хороший. Хороший. Щенок самый шустрый и самый активный. Ой, какой хороший. Тощий. Тощий спаник. Итак, еще у нас несколько хвостов. Здесь вот такие карандаши, малыши, пешклюшки. Вот какие мы золотые. Ну, хорошие. Вам повезло, малыши. Вам повезло, малыши. Сейчас пеленки вам поменяем. Да. Да, и такой девочке тоже повезло. Девочки. И такой пятнашке Зинке повезло. Да, и пить, и кусать все будем в этой жизни. Да? И даже вот такой экспонат у нас. Вот такой экспонат приехал. Киська мой золотой. Как тебя собаки хотели покушать, подрать такого ребенка. Вырвали из лап, из зубов же вырвали, мой сладкий. Ой, хорошка. Ну, такой красивый у нас еще никто не приезжал. Так, это компактненько. Да, ну и все. Этого рыжего котенка тоже чудом спасли волонтеры из зубов собак. Налетела свора собак, и все стали гавкать, кто-то его прихватывать, прикусывать. Ну, в общем, совсем случайно. Она его увидела, подхватила, взяла за пазуху и не знала, куда его девать. Передержек нет, и все снова, и все сначала. Ну, с большим трудом, конечно, нашла, куда приткнуть. Таким образом, котенок случайно был спасен. Тоже везунчик. И вот еще один щеночек-везунчик, случайно попавший в число спасенных. Буквально за пару часов до самолета его отбил волонтер из зубов больших собак, которые накинулись на него, и его бы уже давно порвали. Буквально случай спас, просто мимо него прошла та самая добрая женщина, которая спасает, которая помогает отправлять. И вот ей он попался под руку. Щенок явно домашний, не худенький и запросто выкинутый в ночное время кем-то из местных. Вот такая судьба. Он оказался в числе спасенных. И таким образом он прилетел на мое кураторство. Завтра отправка переносок. Это вот все перемываем. Вот Саня, Аня приехала.
Вот это все перемыть, быстро упаковать. Аня после работы никакая уставшая. Вот этим я занимаюсь сейчас. Надо все вот это перемыть. Завтра отправка. Я одна не справлюсь. Вот я чем занимаюсь в данный момент. Девочки, река Лена закрывается скоро, и мне надо быстрее отправить переноски. Иначе за 2 недели не успеет дойти, потом до декабря мы не отправим. И вот эти все переноски. Это только части. Сейчас водитель привезет мне ночью в 12 ночи остальную часть. И буду мыть, чтобы завтра быстрее, максимум послезавтра отправить. Вот чем я занимаюсь.